В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Голосование во всероссийском конкурсе «Великие имена России» определило список имен финалистов. До 30 ноября станут известны россияне, чьи имена присвоят 45 аэропортам страны. Объявление победителей 5 декабря. О проекте, его значении и интересе якутян к историческому прошлому мы будем говорить сегодня с гостем студии. Заведующей кафедрой истории, обществознания и политологии исторического факультета СВФУ Ольгой Парфеновой. Ольга Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, вы сами следите за ходом голосования и сами к какому выбору склоняетесь и почему? Да, конечно, с большим интересом следим за ходом голосования, потому что это необычное мероприятие. Впервые проводится такая большая акция на всю страну, когда сразу такое большое количество общественных объектов наделяется значимыми историческими именами. И сама я, конечно, такой секрет, сейчас, наверное, раскрою небольшой, да, выбрала имя Михаила Ефимовича Николаева. Мне кажется, что имя политического лидера, нашего первого президента, оно особое в нашей истории, в истории нашей республики, тем более, что аэропорт, скажем, значительно был реконструирован в его период, построено красивое новое здание, приобрел такой вот высокий международный статус. Ну и потом я как политолог несколько, так скажем, люблю, да, мне нравится, когда аэропорты названы именами президентов. Ну, например, во Франции есть аэропорт Шарля де Голля, в Соединенных Штатах аэропорт Кеннеди. Ну, вот такой был мой личный выбор. Хотя я знаю, что сейчас расклад несколько иной. Лидирует имя Платона Алексеевича Юнского. А ваши коллеги, знакомые, за кого дают свой голос? Идутся ли какие-то споры? Да, конечно, люди выбирают. И я знаю, что многие голосовали как за Юнского, так за Николаева, а часть, многие тоже говорили, что хорошо бы увековечить имя нашего первого летчика из народа Саха Кузьмина. И споры шли в плане того, что, например, именем Юнского уже названы театр, улица, возможно, будет названы еще другие объекты городские. И поэтому, вот такое вот было как бы мнение, что хорошо бы и другие имена увековечить в названии нашего аэропорта. Ну, вот по нынешнему раскладу мы видим, да, что большинство голосует за имя Юнского, и это, наверное, не случайно, потому что это именно тот человек, который внес наиболее значительный вклад в духовную жизнь народа в 20 веке и выводит народ, нашу республику на общий, скажем, национальный уровень, на уровень всей страны. Поэтому, конечно, люди с большим воодушевлением голосуют за его имя, и это вполне оправданно. А насколько, на ваш взгляд, якутяне знакомы с биографией, с историей тех людей, чьи имена хотят присвоить? Вообще, мне кажется, что якутяне довольно неплохо знают историю. У нас люди очень такие, в общем-то, патриотичные. Многие интересуются историей. Некоторые сетуют, что не все имена звучат, не все имена наших знаменитых земляков, которых можно было бы увековечить, да? И поэтому, конечно, вот такая акция, она будет способствовать, но и дальше надо продолжать наполнять имена таким вот полноформатным содержанием, чтобы, например, имя Юнского не превратилось просто вот в некое название улицы или там площади, или, может быть, аэропорта, а вот действительно люди знали, что это за человек, особенно молодежь, да, чтобы они знали, какой вклад он внес, какова была его жизнедеятельность. Сегодня есть доступ, очень хороший доступ для всех. Юнский, например, публикуется и на якутском, и на русском языках, полностью изложена его жизнедеятельность, поэтому проблем в этом плане нет. А какова главная цель проекта? Все-таки, чтобы якутяне вспомнили об этих людях и еще какая-то? Ну вот, вы знаете, раньше все-таки история, она была историей целых народов, классов, больших социальных групп, масс.
И в последние годы, в 21 веке, история наполняется все больше вот таким личностным содержанием. Мы говорим об истории повседневности, например, о том, как жили люди, отдельно взятые. И особый интерес сегодня к великим людям, к великим личностям, которые внесли особый вклад. Поэтому да, мы должны, конечно же, знать о них, брать с них пример, воспитываться на этих именах. И это очень здорово, что они не сливаются, скажем, да, в такой массе, а мы все больше узнаем о своих таких замечательных земляках. А насколько, на ваш взгляд, сложен выбор перед якутянами? Достаточно сложно, потому что имена все значимые, и вот эти три лидирующих, да, каждый достоин, вот эти три лидирующих имени, они, конечно, вызывают такие, мы видим, да, нет такого, что вот 90% проголосовали бы за одного человека. То есть идет все-таки на каком-то вот общественном уровне некая такая дискуссия, да. Но вот в целом сама по себе вот эта, скажем, кампания, да, или, скажем, вот это мероприятие, оно очень хорошо в плане популяризации истории нашей. Ольга Афанасьевна, а насколько, на ваш взгляд, как он реализуется в Якутии в сравнении с другими регионами? Я отмечу, что вообще якутяне довольно активны по сравнению с другими регионами. В целом по стране, если взять вот всю Российскую Федерацию, можно отметить такую особенность. В крупных городах голосуют, ну, скажем, не так активно, как, например, в регионах. А среди регионов тоже есть определенная особенность. В национальных республиках голосуют активнее, чем, например, в областях. И это вполне объяснимо, потому что люди в республиках, в национальных республиках, да, хотят, чтобы повышался статус региона, чтобы страна знала вот именно этих героев, этих людей. Потому что если мы возьмем там город, скажем, Центральной России, аэропорт Центральной России, там обычно присваиваются имена знаменитых, великих россиян, которых знают не только в России, но и во всем мире, уже известных. А вот для нас, конечно, это особое такое мероприятие, когда мы можем выйти на новый уровень с этим именем. Сейчас идет много споров о том, что нужно бы переименовать площади и улицы столицы. Вот как вы относитесь к этой идее? Это сложно, потому что, ну, во-первых, люди привыкают к названиям, особенно пожилые люди, для них это ориентиры. Во-вторых, изменение названий улиц, площадей – это изменение не только, вот, скажем, топографии города, да, топонимики города, это изменение ментальности. И поэтому массово, мне кажется, что массово это делать, наверное, не стоит. Это, может быть, стоило бы делать постепенно, чтобы люди не испытали, ну, некого такого дискомфорта. Но это мой личный взгляд. Но вообще в этом есть необходимость? Такое на практике бывает где-то? С чем это связано? Не всегда. Бывает так, что люди сгоряча, скажем, да, при наступлении определенных политических перемен начинают менять название. Ну, скажем, вот я знаю, что во многих городах, например, исчезли улицы и площади имени Дзержинского. Мы в Якутске сохранили это название, да, и как бы мы ни относились, например, к истории 20 века, вклад Дзержинского в развитие советской милиции, ну, наверное, никак нельзя сегодня отрицать. Поэтому вот это имя, оно вполне логично, вполне хорошо встраивается. И, может быть, у нас город расширяется, появляются новые улицы, почему бы им не присвоить новые названия? Поэтому, ну, это мое личное мнение, я считаю, что такие изменения должны происходить аккуратно. А насколько сейчас молодежь, вот ваши студенты интересуются историей и знают личности исторических? Ну, поскольку я работаю на историческом факультете, конечно, наши студенты очень любят историю, знают ее, а вот на других факультетах там, ну, бывает, да, что вот не всегда, и надо, конечно, пропагандировать нашу историю. И тут я бы хотела сказать, что большое значение имеет кино в этом смысле. Вот у нас сегодня развивается якутский кинематограф активно, и я все жду, когда он обратит свое внимание, ну, вот, на деятелей исторических в том числе. А каких, например, каких бы вы хотели увидеть фильмы?
Ну вот пока у нас нет таких больших полномасштабных фильмов о политических ссыльных, например, которых было много в Якутии, о революционерах, которые здесь отбывали ссылку. Это трудная тема, я согласна, но, наверное, когда-нибудь мы к ней обратимся. И, конечно же, о наших деятелях общественных, культурных. В Якутии много имен, я даже сейчас перечислять, наверное, не буду, да? Но вот каждый из них достоин того, чтобы впоследствии был бы снят фильм об этом человеке. Но это трудно, потому что кино требует больших вложений. Ну, скажем, не сразу это произойдет, но когда-нибудь, я надеюсь. И именно кино находит наиболее такой, я скажу, такой аспектный, да, скажем, доступ к сознанию человека. Вы как историк готовы помочь в этом? Да, конечно, мы всегда, вот преподаватели нашего факультета, а потом я знаю, что ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, они всегда выступают в качестве экспертов в этом плане, да. Форма кино вот для студентов, для молодежи, она, наверное, более действенна, чтобы познать. А вот какие еще есть способы и методы? Ну, это, конечно же, популяризация через, скажем, сайты сегодня. Да? Сегодня, конечно, надо обращаться к интернету, снимать ролики, популяризировать имена наших исторических личностей, онлайн-лекции. Но мы работаем в этом направлении. Потом, мне кажется, что очень, ну, я не знаю, насколько это хорошо, звучит, может быть, кощунственно, вплоть до комиксов, потому что согласитесь, что надо менять форматы, надо достучаться до нашей молодежи, и чтобы действительно им было интересно. А для этого надо форматы все-таки, да, думать, менять. Да, голосование еще длится до 30 ноября, у якутян есть время. Ольга Афанасьевна, спасибо за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили о проекте «Великие имена России». Оставайтесь с нами.